Здравствуйте, уважаемые гости нашего канала. Здравствуйте, туркменистанцы. Здравствуйте, все граждане бывшего Советского Союза. Мы сегодня, 25 сентября 2023 года, проводим митинг в поддержку Украины против российской агрессии, против политических заключенных. Прежде чем начать этот митинг, вот я делаю это видео, чтобы рассказать немножко о Туркменистане. Может, вам не очень-то много, у вас есть много информации о Туркменистане. Давайте я вам расскажу. Пожалуйста, следуйте за мной. В 2006 году, 21 декабря, Бердымухамедов Гурбангулы, нынешний так называемый национальный лидер Туркменистана по кличке Аркадак, убивает президента Туркменистана Туркменбаши, так как он являлся личным врачом, со своей группой нацбезопасности, Министерства внутренних дел и прокуратуры. Эта группа захватывает власть по положению, по конституции. Парламент, председатель парламента Ата Овезов должен был возглавить предвыборную кампанию, и с этого момента должны были провести выборы. Но, проведя Государственный совет, привлекая по каким-то непонятным предлогам этого Ата Овезова за то, что он обратился со своей невесткой плохо, его к уголовной ответственности на несколько лет, и они убрали этого кандидата. Ата Овезова, который должен был возглавить страну, возглавить временное правительство, то есть председателя парламента. В этом случае есть обязательно заместитель председателя парламента, который должен был сделать. Нет, они провели государственный незаконный совет, и на этом совете приняли решение Гурбангулы Бердымухамедова, обычного вице-премьера, коррупционера, так называемого дурачка, который ничего не понимает, нету политических амбиций, ни политической грамотности, ни политических принципов, ни политической подкованности. Этого человека Жадан, Храмов и Умнов, то есть 3 советника президента, назначают президентом Туркменистана. То есть временным правительством, руководителем временного правительства и президентом Туркменистана. В течение 1 месяца проводятся выборы, и с учетом, как всегда в Туркменистане, 99 и 98% побеждает так называемых альтернативных, то есть, так называемых выборах президента Гурбангулы Бердымухамедова. Мы сейчас стоим против здания ООН. Вот здесь сегодня проходит, если не ошибаюсь, 78-я Генеральная Ассамблея ООН по развитию нашего мира. Там в 2015 году были приняты 17 ключевых задач, которые до 2030 года будут развивать этот мир. Демократию, экологию, гражданское общество, правозащиту, технологию, зеленую энергию и так далее, и так далее, и так далее. Мы почему это все рассказываем именно про Гурбангулы Бердымухамедова? Потому что его судьба похожа на других диктаторов. Захват, фальсификация выборов и дальше объявление себя королем, так называемым вечным президентом. Идемте дальше. Вот этот человек, Гурбангулы Бердымухамедов, он устроил геноцид туркменского народа. Идиот по происхождению, коррупционер по статусу, так называемый президент Туркменистана, в 2007 году побеждает на выборах, то есть он сам побеждает, и с 2007 года по 2022 год, 12 марта, он управляет, значит, страной. Переизбирает сам себя, фальсификации там и так далее. Если обратите внимание, вот он, подойдите, пожалуйста, сюда. Вот этот терминатор, так называемый, или идионатор, захватил власть, ограбил страну полностью, все природные ресурсы выкачивал, строил Ашхабад, город, вокруг него города, облепил все здания в белый мрамор, запретил все машины всех цветов, кроме белого, запретил гражданам Туркменистана заезжать в область, Ашхабадскую область, тем более в город Ашхабад, сделал королевство в стране, поставил свое имя на такую высоту, что
вот проходит заседание Кабинета министров, вы будете смеяться, по углам стоит охрана президента и всех заставляет хлопать и кричать «Аркадау Шохрат», то есть «Слава Аркадау». Даже в Риме это не делают, там хоть людям хлеб кидали. А в данном случае их избивают. Вот на заседании Кабинета министров они избивают председателя, заместителя Кабинета министров, вице-премьеров, министров, хакимов, то есть руководителей областей, чтобы они слушались и хлопали, и кричали это все. Если вы посмотрите кадры из Туркменистана, они когда хлопают, они боятся, они испуганные все. Вот до такой ситуации вот этот вот идиот, терминатор, довел нашу страну. Я почему детально все рассказываю? Чтобы пояснить, что вот такая диктатура Туркменистана ожидает другие страны. Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Россию, если вы не встанете. Это очень важно. Потому что вот Туркменистан это впереди всех идет. Но остальные идут ровно по этой дороге, поверьте. Вот я почему это рассказываю, потому что сейчас пошла уже династия. Вот этот идиот, второго идиота вытащил своего сына на усиление, поставил президентом Туркменистана. Ну, незаконно провел выборы за 28 дней. По Конституции в 22 году проводились выборы, должны были произойти в течение 30 дней минимум. Он за 28 дней провел выборы, назначил своего сына президентом. И обратите внимание, он назначает своего сына президентом, вот это вот, так называемого Гурбангулы. Сын его выпускает конституционный закон и назначает своего папу национальным лидером. То есть никто его не избирает по указу президента, происходит это. Он для этого делает специальный конституционный закон о назначении национальным лидером Гурбангулы Бердымухамедова за заслуги перед Отечеством. Каким Отечеством? Гурбангулы Бердымухамедов аркадак своей семьи, не более. Вся страна его ненавидит, хочет его уничтожить. Даже те, которые работают возле него, даже в охране президента, все не знают, как его уничтожить. Этот человек, после того, как сын его назначает национальным лидером, он забирает все права своего сына на себя. То есть национальный лидер имеет права ровно такие же, как и президент Туркменистана. Обратите внимание, поэтому я его называю мультикоррупционер, мультивор. Даже у своего сына украл свои обязанности, его обязанности. Саммиты проходят в Турции, в Душанбе, в Кыргызстане. Он, как национальный лидер, ездит вместо своего сына. Если сын едет, он боится, едет вторым, значит, самолетом на этот же саммит и ходит там, показывает себя. Человек, недооцененный идиот, человек, которого народ не смог дооценить, он считает себя лауреатом премии, Нобелевской премии. Вы не поверите, это не смешно, это так и есть. Он хочет ее получить. Этот человек, который во всем мире объявил, что коронавируса нет в Туркменистане. Благодаря этому или из-за этого развалилась медицинская страховая система, развалилось все и погибли только в августе месяце и в сентябре по 150 тысяч человек. Они начали колоть туркменистанцев всякими антивирусными уколами. В течение дня или через дня люди начали умирать. И никто это не останавливал. Они начали колоть. Если человека нет дома, они брали эти, значит, ампулы в карман ставили и ходили в другую квартиру. Или дома хранили в холодильниках. И вот таким образом они отравляли людей. Кто за это будет отвечать? Демократический выбор Туркменистана, народное движение, уже в течение 3 лет борется с этим негодяем, идиотом, самозванцем, антиконституционным лидером, человеком, который украл не только природные ресурсы, украл все права Туркменистана. Из-за этого Туркменистан опозорился во весь мир. Туркменский народ сегодня находится в очень тяжелом положении. Интернета нету. Чуть-чуть ставить интернет, чтобы не говорить, что интернета нету. Невозможно созвониться с местными. Все люди, которые делают VPN, пересажены, засажены
в изоляторах избиты, вытащены и заставляют работать на национальную безопасность. Границы закрыты. Последняя граница была в Турцию. Можно было трехмесячной визой ездить туда. Теперь и это, или одномесячной визой. Теперь и это запрещено. Надо заново брать визу. Сегодня туркменистанцы 45% находятся за пределами Туркменистана. Они вынуждены работать там как рабы нелегально, чтобы прокормить свои семьи в Туркменистане. Всю социальную нагрузку страны решают сами туркменстанцы. Наш идиот, так называемый национальный идиот, он, вот этот человек по имени Гурбангулы Бердымухамедов, обратите внимание, вот он. Вот этот человек не то что узурпировал власть, не то что продает наши природные ресурсы, он захотел построить себе город Аркадак. Этих людей, которые жил, выкинул на улицу, начал строить свой город. Уже положил туда 3,5 миллиарда долларов. Эти деньги, ни у кого не спрося, он просто с бюджета взял и тратит туда. Наш бюджет составляет 20 миллиардов, не более. Из этих 20 миллиардов он на 3,5 миллиарда положил на свой город Аркадак. Что остается? Нафиг недофинансирование медицины, недофинансирование образования, недофинансирование социальных всяких проектов и так далее, и так далее, и так далее. Я обращаюсь в ООН, я обращаюсь ко всем руководителям этого свободного мира. Президенту Америки Байдену, Блинкену, начальнику, руководителю Госдепартамента Блинкену, господину Шольцу, который руководит Германией. 29 сентября вы вызвали его туда, Сердара Бердымухамедова, сына диктатора, второго диктатора. Вы поймите одно, он сюда приехал, два слова еле связал, на следующий день убежал, потому что мы протест делаем. Приезжая в Туркменистан, отец ему вручил национального героя Туркменистана. Что он сделал? За 2 года, с 22 года он ущемил права женщин, ущемил права народа, закрыл их, все сделал, и за это ему дали национального героя. Туркменистана не существует, государства нету, демократических институтов нету в Туркменистане, государственных институтов нету в Туркменистане, есть вертикаль власти. Гурбангулы Бердымухамедов узурпировал Туркменистан, идет прямыми шагами в королевство. Поэтому помогите. Уважаемый господин Байден, я к вам обращаюсь. Вы думаете, что центральноазиатскими диктаторами вы сможете создать что-то и как бы эти страны вывести в демократию? Нет. Вы финансируете уже по 30 лет диктаторов, их программы, развивает демократию. Поверьте, все деньги, которые вы финансируете для развития демократии, в течение 5 лет уже больше миллиарда истратили. Эти деньги идут на усиление демократии. Когда вы наконец начнете финансировать гражданское общество, когда вы наконец начнете дискутировать с оппозиционно-демократическими силами, я руководитель демократического выбора Туркменистана. Мы не находим нигде сумасшедшей поддержки, мы не находим нигде вообще поддержки. И вы хотите, чтобы везде была демократия, за права человека и так далее. Если вы хотите это делать, надо это делать. Хватит. Поэтому я призываю все руководителей свободных стран, Макрона, Шольца, Зеленского, Байдена, всех, которые сегодня имеют ключевые позиции, обратить внимание на Центральную Азию. Особенно всех пугает сейчас Центральная Азия, Туркменистан. Почему? Наркотики. Этот человек, господин музыкант, торгует наркотиками. На государственном уровне завозит с Афганистана от талибов наркотики. Переправляет их через Венесуэлу в другие страны. Идет все там, все по-черному идет. Начиная от конвертации, заканчивая контрактом, заканчивая наркобизнесом. Когда вы обратите внимание на это? Когда вы услышите демократических оппозиционеров, когда вы услышите гражданское общество? Мы не можем так больше жить. Уже 21 век. Поэтому я обращаю ваше внимание на эти все проблемы. Обратите внимание, все наши политзаключенные,
человека зовут Мансур Менделов. Можно поближе? Этот человек, Мансур Менделов, даже в тюрьме защищает права человека. Поймите, он умирает, у него нога гниет, у него там туберкулез, у него много болезней. Но, к сожалению, от этого ничего не меняется. Спецдокладчик говорит, Министерство внешнеэкономических связей, иностранных дел записывает, говорит, мы примем меры. Человек умирает в тюрьме. Мурат Душемов, то же самое. Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан, все они здесь. Я обращаюсь к Байдену, господину Байдену. Ваше превосходительство, вы будете демократией заниматься или вы только будете заниматься Путиным? Путин – это не демократия, Путин – это угроза демократии. Кроме Путина есть еще Туркменистан, Гурбангулы Бердымухамедов. Я вам покажу еще раз, посмотрите. Вот этот человек узурпировал власть, убил бывшего президента, захватил власть, теперь передал от отца сыну свой пост и дальше угнетает туркменский народ. О какой демократии идет речь, когда вы их приглашаете и ведете с ними переговоры? Вам должно быть стыдно всем. Уважаемые туркменистанцы, казахстанцы, киргизстанцы, таджикистанцы, узбекистанцы, россияне, украинцы. Нам надо объединяться в борьбе против этих режимов. С ними нету будущего никакого. Поэтому я призываю вас, поддержите тех, кто протестует, тех, кто сидит в тюрьмах. Напишите комментарий, поделитесь видео, расскажите об этом всему миру. Спасибо за внимание.